Иоганн Эбергард Фишер в своем труде о народе имени татарском, также о древних могольцах и их языке, изданном в 1755 году, пишет: «Я здесь вкратце объявить намерен. Во-первых, что древние татары, жившие в соседстве с китайцами, не были с ними в родстве, и в языке никакого сходства не имели с теми, кои в нынешние времена нарицаются татарами, но были совсем другого роду. Во-вторых, что народы, рассыпанные по Азии и Европе, которых мы называем татарами турецкого поколения. В-третьих, что древние могольцы, бывшие прежде Чингисхана, также были турецкого поколения и в свойстве находились с нынешними татарами и одним языком говорили. В-четвертых, что нынешние мунгальцы произошли от смешения различных народов, а по большой части от калмыков, чей язык они и приняли». Далее Фишер пишет, что древний язык могольский отличался своими особыми речами. Хотя могольцы вообще говорили по-турецки, однако от обращения с соседними народами, особенно с уйрятами, они вмешали великое множество иностранных слов, которые ныне за мунгальские почитаются. Фишер замечает, что в родословной Абулгасия встречаются слова, которые приписываются древним могольцам, но мунгальцы их не признают, а татары или турки считают своими. Напротив того встречаются такие слова, которые татары не признают, а мунгальцы считают своими. А есть и такие, которые признают обе стороны. Фишер приводит и конкретные примеры. Абулгасий называет начальника над 10 000 войска – Туменагаси, тысячника – Мингагаси, сотника – Гусагаси и десятника – Унагаси. Фишер поясняет, Тумен и Минг употребляют оба народа, но Гус и Ун – это татарские слова, тогда как нынешние мунгальцы первое называют Цо, а второе – Арбан. Абулгасий также писал, сообщает Фишер, что преславный хан Огус оставил 6 сыновей и дал им татарские имена. Сам Огус, хотя был по происхождению моголец, дал название народам Карлык и Калач, тоже по-татарски. Потому что, как объясняет Фишер, слово «кар» значит «снег», «кал» — «медлить» или «оставаться», а «ач» — «голодного». В завершение Фишер приводит рассуждение об имени Чингис-хан. По словам Абулгасия, сначала его звали Темуджин, а затем, по божьему вдохновению, он был назван Чингисханом. Абулгасий поясняет, Чин значит великого, а Чингис – величайшего. Фишер выражает собственное мнение. Он считает, что слово «Чингис» – это татарское и турецкое слово «денгис», означающее море или океан. И что этим словом хотели выразить неограниченную, безмерную власть хана, подобно океану, которому нет предела. Он добавляет, у мунгальцев для этого есть свое слово – «далай». Поэтому, пишет он, уйрятский хан называл себя Далай-ханом, а главный жрец Тибета – Далай-ламой, что означает «пастыря всего мира». Таким образом, по мнению Иоганна Эбергарда Фишера, имя Чингис-хан связано с тюркским словом «денгис» – «море».